Многие жители республики прошедшее землетрясение не заметили, а некоторые узнали о нем лишь в сети интернет. Однако дрожь земли не прошла незаметно для горной части Ингушетии. Доказательства видны на старинном храме Тхабайырды. Например, вот эта трещина здесь была, и она только расширилась, а вот эта образовалась совсем недавно. И такая картина наблюдается на всей площади несущих стен храма. Где-то в трещине едва пройдет тонкая игла, а где она достигает нескольких сантиметров. Конечно, все эти повреждения – итог не только недавнего землетрясения. С годами состояние стен становится только хуже. Ведь последний ремонт здесь проводили почти 10 лет назад. Вот смотрите, полностью произошла деформация вот этой стены. Это, по-моему, южная сторона. Вот пошли трещины. Эти трещины уже несколько лет продолжаются, но в связи с последним этим землетрясением резко увеличились. Как провели обследование специалисты, но они от 5 миллиметров до уже сантиметров за это землетрясение увеличилось. Вот тут я тоже вижу, да, трещина? Вот трещина пошла, вот трещина, вот трещина. Вот трещина. До этого они были чуть меньше, а вот после землетрясения они резко увеличились. И насколько они представляют опасность? Насколько опасность они представляют полностью, вот это здание может в любой момент рухнуть. Годы и катаклизмы оставили свои следы и внутри храма. Трещины видны и здесь. Между тем ширина стен около метра, а в некоторых местах достигает и 2. Поэтому святилище было решено временно закрыть для посещения и провести там ремонт. Это поможет хотя бы ненадолго остановить разрушение. В Москве Министерство культуры, департамент охраны памятников, я уже в срочном порядке он ходит, уже специальный раствор будет насос раствор уже соци но за временный мер маркетинг. Полностью уже полный комплексной реставрации идет. Храм Тхабайырды по различным данным датируется 8-9 веками нашей эры. И все это время является местом притяжения для туристов. Оно и неудивительно. Это самый древний христианский храм страны. И здесь важно в равной степени сохранить культурное наследие и при этом позаботиться о здоровье тех, кто хочет воочию его увидеть. В соответствии с законами, федеральными законами объектов культурного наследия и закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций было принято решение правительством об ограничении доступа и о запрете въезда транспортных средств к данному храму. В охранных зонах запретить въезд транспортных средств, из-за чего транспортная вибрация может вызвать ухудшение состояния данного храма. О сохранении объектов культурного наследия говорили и в правительстве региона. Там прошло совещание под председательством Марем Амриевой. Вице-премьер дала поручение руководству заповедника составить план первоочередных мероприятий, направленных на сохранение памятника. Первое, мы должны с вами сформировать план по сохранению данного объекта культурного назначения, включить туда обязательно пункт по провести изыскание почвы, ну, как их называют, геофизические и прочие исследования, потому что на самом деле очень многое говорит о том, что там происходят серьезные, глубокие тектонические изменения, которые влияют на деформацию данного памятника. Второе. Составить очень глубокий, всесторонний дефектный акт по данному памятнику. Очень досконально, серьезно, углубленно. Зампред правительства также дала указание рассмотреть возможность по благоустройству прилегающей территории и установке видеокамер. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.